Минобре прошла итоговая коллегия. На заседании говорили о реализации поставленных задач в 2022 году и о планах на текущий год. Министр образования отметила, год был непростым, но это не помешало реализации нацпроектов образования и демографии. Так было завершено строительство 16 школ и 9 детсадов. Открылся Центр одаренных детей «Олимп». В течение года удалось запустить работу более 80 центров образования цифрового, гуманитарного, технологического профиля. Был также проведен ремонт спортзала в 3 школах, установлены спортплощадки, созданы спортивные клубы в 7 образовательных организациях. По программе модернизации школьных систем образования провели капитальный ремонт в 13 школах. Мероприятием было проведение международной конференции непосредственно научно-исследовательским институтом совместно с архивной службой. Да, оба направления находятся в моей курации, уже как бы в правительстве. Была проведена международная конференция. Она не просто вот по названию международной, она реально была международной. И к моему как бы удивлению, да, я была немножко как бы не в, скажем так, в курсе того, что история все-таки, исторические вехи, да, что история Ингушетии настолько интересна другим субъектам ближнего, дальнего зарубежья. Там были представители из Франции, из других зарубежных стран, и наши бывшие республики бывшего Союза. И очень такая плодотворная, информативная прошла эта встреча. Мы сможем добиться количества результата, который даст нам в итоге. Числа управленческих кадров. Обучение прошли Что ведомство планомерно идет к достижению целевых показателей, определенных указом президента страны. Приоритетными задачами на 2023 год останутся создание и развитие современной инфраструктуры, повышение эффективности работы системы доп. Образования, повышение профессиональной компетентности педагогов.